ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 14:30, бизнес-инкубатор УГТУ. Церемония награждения участников и победителей первой заводской олимпиады по химии. Ее организовал Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. Специально для ребят, желающих разделить с сотрудниками предприятия свою будущую профессиональную жизнь. Таких в Ухте набралось 34 человека, 20 старшеклассников городских школ и 14 студентов горно-нефтяного колледжа. Все они неплохо себя показали, выполнили 4 теоретических задания и 1 практическое. С участием в первой такого рода олимпиаде «Молодые дарования» поздравил заместитель министра образования Максим Ганов. Когда вижу молодые и жизнерадостные лица, понимаю, что для вас химия – это, наверное, не только, может быть, любимый предмет, но тот предмет, который вы видите, что он поможет вам в жизни сделать, дай бог, что головокружительную карьеру, может быть, на этом предприятии, может быть, на других предприятиях нефти, газа и иных промышленностей. Но также я думаю, что химия, она нужна будет и в любой гуманитарной науке, это и в школах, и в медицине. Чтобы выполнить весь объем олимпиады, ребятам выделили всего 3,5 часа. Но и этого хватило тем, кто увлечен химией еще со средних классов. Победительница олимпиады Дарья Кохан. Именно это помогло стать первой. Я начала увлекаться с 8 класса. У нас была замечательная учительница, она и сейчас преподает. И вот благодаря тому, что она меня до 11 класса довела, у меня появились знания по химии, и поэтому я, наверное, написала эту олимпиаду. Я читала все свои записи с 8 по 11 класс. Смотрела, запоминала, что-то снова повторяла. За свои знания Даша удостоилась направления в высшее учебное заведение по профилю нефтепереработка. На выбор 3 вуза в Питере, Башкирии и Перми. Какой из них выберет, победительница пока не решила. Говорит, сперва надо закончить первое профильное образование. Кстати, направлениями также могут воспользоваться еще 4 участника олимпиады. Те, кто занял 2-е и 3-е место.